Первые пациенты сексологические, с которыми мне пришлось работать, я их обследовал от 1982 года. Наш подход к лечению, он не включает вот разовые ректогены, разовое устранение проблемы. Потому что результат, которого мы ожидаем, на который намечены, это, да, в принципе, устранение, улучшение функций на длительный период жизни. Чтобы убрать страх ожидания неудачи перед возможной необходимостью полового акта, сам потому что создает ситуацию, в которой уже заднего хода нету. Мы даем в руки пациенту именно гарантию безусловного выполнения полового акта, исходящую из его воли в тот момент, когда ему нужно, исходя из конкретной ситуации. В 1991 году я сам лично познакомился с профессором Вирагом, будучи у него в Париже тоже на конгрессе. Так вот, он подарил человечеству то, что человечеству 7000 лет. Его метод интракавернозной фармакотерапии полового члена. Выполнение курса, определенного курса с соответствующим раствором, в среднем это 10-12 недель, приводит к укреплению полового члена. То есть укреплению мышц рабочего элемента, гемодинамики полового члена, что проявляется уменьшением доз раствора, который употребляет пациент, а потом и вовсе не употребляет. Вот это лечебные растворы. Вот вираговский метод – это его самое большое преимущество. Не только то, что это, с одной стороны, гарант. Он гарантированно при правильном обучении, правильном использовании, это гарантированно. Каждый человек, обученный методу, может гарантированно вызывать эрекцию, независимо от возраста. И тренировать свой половой член этим методом. Есть метод, этот метод можно использовать по несколько назначений, как страховка, то есть как лечебный вариант, чтобы улучшить работу гениталий, так и профилактику делать, чтобы не ухудшилось бы. То есть возраст начисляется, а гениталии работают как в молодежном возрасте. Но есть еще второй, что это безвредный метод. Почему? Если таблетка – это очередь автоматом в ближнем бою, Калашниковым, допустим, или Томпсоном, или Ремингтоном, то метод Вирага – это снайперский выстрел с дальней дистанции. То есть, куда метишь, в половой член, на что метишь, вот именно той 1/400 и делается дело. В онкологической практике показано, что при ремиссиях онкологических пациентов показана реабилитация сексуальная даже при наличии ануса претернатуралис, то есть узкий. Почему? Потому что восстановление такой функции, как половая функция, она возвращает к жизни людей после тяжелых переживаний. Это блестящий метод для таких заболеваний. Возьмем диабет. При диабете часто идет нарушение сосудистой нервной системы, то есть диабетическая ангиопатия, микроангиопатия, микронейропатия. Все это необходимо, чтобы хорошо работало для нормальной эрекции. Поэтому у диабетиков 92% идет эректильные нарушения, а в отдаленном периоде эякуляторные. Так вот, этот метод позволяет удерживать в рабочем состоянии, пролонгировать и улучшать качество сексуальной жизни таким пациентам, как диабетики. Дальше. Возьмем урологические проблемы. При урологических проблемах, о простатите не говорим. Простатит просто не способен, не вызывает никаких нарушений. Самое хорошее лечение конгестивного простатита – это регулярная половая жизнь. Но, допустим, когда делается операция урологического тура, например, или какие-то хирургические вмешательства в валом тазу, часто пересекаются нервы, иннервирующие половой член. Поэтому возникают эректильные проблемы. Так вот, этот позволяет лечить именно таких пациентов, практически неврологически. То есть практически из-за своего отсутствия каких-то негативных побочных эффектов и химического воздействия на организм. Потому что
та 400, та микрочастица, которая попадает в пещере полового лечебного начала, она практически абсолютно никакого нулевое воздействия на организм в целом имеет. Поэтому есть люди, которые 25 лет уже употребляют этот метод и не могут по-другому. Я о ком говорю? Я говорю о людях, которые привязаны к креслу, инвалидному креслу. Фактически метод Вирага – это фармакологический массаж полового члена. И так как это жидкость в шприце, она позволяет мешать различные препараты, в том числе и те препараты, которые кормят, то есть не только эректогены, но еще лечебные. Еще туда и вот эти питательные вещества, а еще и консерванты, чтобы не портилось бы лекарство долгое время, 2-3 года. Микросоциум очень влияет на наши действия в макросоциуме. В сексе то же самое. Незнакомая женщина – это всегда в начале авантюра. Если правильные действия, быстро все делается и увенчивается успехом, это как незнакомая женщина, вот как бизнес-идея, которая вначале, она может, но если правильное действие, и очень часто корреляция отмечается, когда успешный человек в своем микросоциуме, то он часто бывает успешным в макросоциуме.